Здравствуйте. А там звук включен. Нормально, да? Мгм. Добрый день, уважаемые участники вебинара «Опыт внедрения федеральных и государственных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования в Республике Коми». Мы рады приветствовать вас. Потерялась, прошу прощения. Соответственно, вебинар будем вести мы, Аверин Александр Викторович, руководитель Центра научно-методического сопровождения программ проекта в области образования. И Наталья Николаевна Исаева, Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. Наш сегодняшний вебинар будет поделен на две части. Первая часть – это теоретическая, где мы рассмотрим такой вопрос общего плана: федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования, введение. Собственно, посмотрим особенности стандарта и каким образом он будет внедряться в образовательный процесс Республики Коми уже начиная с 1 сентября 2020 года. Вторая часть нашего вебинара будет посвящена опыту пилотных площадок Республики Коми по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, где мы вам представим 5 практик школ республики. Позвольте приступить к первому вопросу. Итак, стандарты среднего общего образования. В целом мы можем говорить, что этот документ представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы среднего общего образования. Он включает в себя требования к результатам освоения основной образовательной программы, к структуре, классически, да, к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на уровне среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня образования для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального образования. В целом следует отметить, что современные требования к реализации в ГОС среднего общего образования, требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и условиям реализации учитывают, как я уже сказала, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. И самая большая значимость новых в ГОС заключается в том, что данный уровень осуществляет образовательную деятельность, профессиональную деятельность и успешную социализацию наших с вами выпускников. Итак, мы говорим о том, что любой документ в ГОС среднего общего образования предполагает поэтапное введение. На сегодняшний момент происходит в нашем регионе апробация до конца учебного 2019-2020 года. Ну и, как я уже сказала, с 1 сентября 2020 года в ГОС среднего общего образования станет обязательным для всех российских школ. Нормативно-правовая база, вы, конечно же, ее знаете, это и приказ Миноборнауки России от 2012 года об утверждении федерального государственного образовательного стандарта, и на сегодняшний день представленная на сайте Госреестра примерная основная образовательная программа среднего общего образования, которая тоже нам с вами представлена. Мы говорим о том, что еще в федеральном законе 273 об образовании Российской Федерации упор делался на то, что среднее общее образование это как некий уровень продолжения образования и начала профессиональной деятельности. Собственно, в ГОС среднее общее образование именно на это и направлено. Методологическая основа стандарта – это системно-деятельностный подход, уже известный нам с вами, который обеспечивает и формирование готовности обучающихся к саморазвитию, непрерывному образованию, и проектирование, конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность,
И, конечно же, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных психологических особенностей. То есть фактически, как и в ГОС, основного общего образования. В данном случае я не буду останавливаться на том, что такое системно-деятельностный подход, потому что в этой парадигме мы с вами работаем уже на протяжении более 5 лет. Особенности в ГОС среднего образования заключается в том, что стандарт разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации и направлен на формирование или обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся и единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы. При этом мы говорим о том, что в ГОС подчеркивает необходимость сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонациональных народов Российской Федерации, реализуя, как Конституция заложена, права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями культурным многонационального народа России. Конечно же, равные возможности получения качественного среднего общего образования, реализация бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной программы. Ну и, конечно же, это государственные гарантии по соответствующему финансированию основной образовательной программы. В чем основное отличие? Отличие заключается в том, что основная образовательная программа среднего общего образования предусматривает обязательные учебные предметы, входящие в учебный план. Это общие для включения во все учебные планы учебные предметы, в том числе на углубленном уровне. Это учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. Кроме того, основная образовательная программа предусматривает большой блок внеурочной деятельности. Это, конечно же, и организация, в данном случае организация, осуществляющая образовательную деятельность, берет на себя колоссальную ответственность по организации данной внеурочной деятельности. Кроме того, федеральный государственный образовательный стандарт вводит такое понятие, как индивидуальный проект, который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся. То есть это некое учебное исследование или учебный проект. В рамках основной школы наши дети уже знакомы с этой деятельностью. Теперь эта деятельность плавно перетекает и на уровень среднего общего образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно, или под руководством учителя-тьютера по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. Тут мы с вами выходим на как раз метапредмет. В любой избранной области деятельности, это может быть познавательная, практическая, учебно-исследовательская, социально-художественно-творческая, либо любая другая, которую выберет обучающийся. И результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать, во-первых, сформированность навыков коммуникативной учебно-исследовательской деятельности, кроме того, критического мышления. И если мы проанализируем с вами в ГОС среднего общего образования, то мы увидим, что проблеме формирования критического мышления обучающихся уделено значительное внимание. Во-вторых, это способность к инновации, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности. Почему такой упор делается на эти виды деятельности? Потому что анализ итоговых работ наших обучающихся на уровне 9 класса и 11, соответственно, показывает, что, к сожалению, если обучающиеся на уровне 5, 6, 7 класса показывают еще навыки, умения аналитической деятельности, то к итоговой аттестации они, к сожалению, их теряют в основном в своем большинстве. Далее, это сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действия для решения различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей. Это так называемая, вошедшая в нашу с вами жизнь, функциональная грамотность, уровень которого, начиная с 2020 года, мы будем измерять у наших обучающихся. И способность постановки цели, формирование гипотезы исследования, в данном случае это регулятивная
способности ваших обучающихся. Кроме того, индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 1 или 2 лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта, информационного, творческого, ну и по всем направлениям, которые я уже говорила. А при этом ВГОС предполагает и особую систему оценки результатов обучения. В данном случае требования стандарта к результатам освоения основной образовательной программы определяют, во-первых, оценку освоения обучающимися образовательной программы, в том числе ЕГЭ в форме единого государственного экзамена, содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. Во-вторых, это оценка деятельности педагогических работников. И в данном случае мы говорим об изменении формы аттестации педагогических работников, ну и вообще система оценки качества образовательной организации, ну и оценка организации, осуществляющей образовательную деятельность. При этом в рамках введения в ВГОС среднего общего образования мы понимаем, что образовательная организация берет на себя ряд обязательств. Во-первых, мы видим, что, и это одна из особенностей и, наверное, сложностей современного ВГОС, в том, что образовательная организация должна предоставлять обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. И наши пилотные площадки сегодня как раз одна из пилотных площадок расскажет, каким образом они реализуют это на базе своей образовательной организации. И во-вторых, образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения при наличии необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного вида трудовой деятельности, то есть предпрофессиональное образование. В данном случае в сфере технического и обслуживающего труда. В соответствии с пунктом 18.3 учебный план профиля обучения. Тут для сравнения приведены количество профилей в иных странах. Вы видите, что Россия в данном случае пошла наибольшему пути. Учебный план профиля обучения или индивидуальный учебный план должны содержать 11 или 12 учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. То есть, посмотрите, почти в 2 раза больше, чем в тех же самых Соединенных Штатах Америки. При этом посмотрите, общеобразовательные учебные дисциплины – это учебные предметы обязательных предметных областей ВГОС среднего общего образования. Могут быть базовые и профильные. Базовые учебные дисциплины – это дисциплины, изучаемые в соответствии с ГОС среднего общего образования на базовом уровне, ну и, соответственно, делятся на общие и по выбору из обязательных предметных областей ГОС среднего общего образования. Профильные учебные дисциплины – это те дисциплины, изучаемые в соответствии с ГОС среднего общего образования на базовом уровне, но более углубленно с учетом профиля профессионального образования, специфики осваиваемой профессии либо специальности. И третье понятие, которое нам следует запомнить в рамках внедрения в ГОС, это дополнительные учебные дисциплины, то есть базовые, профильные, дополнительные. Дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией в соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации. Например, астрономия, искусство, психология, технология, эффективное поведение на рынке труда и так далее. Но есть и общие для изучения, вы видите, предметы, представленные на слайде. В данном случае это у нас с вами филология, иностранные языки, общественные науки, математика, информатика, естественные науки и, собственно говоря, физическая культура. Какие в ГОС предполагают возможные профили обучения? Их 5. Это естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. При этом следует отметить, что стандарт
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, как любящий свой край, свою родину, уважающий свой народ, его культуру, духовные традиции, осознающий и принимающий традиционные ценности семьи и российского гражданского общества, уважающий мнение других людей. То есть, если мы посмотрим на портрет выпускника школы, то мы увидим очень много из ныне существующих федерального компонента государственного образовательного стандарта и в ГОС основного общего образования. Но, что самое важное добавляется в данном случае в портрете выпускника школы, это человек, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. И напоследок я хочу вам представить примерные учебные планы по 3 профилям. Первый профиль – это технологический профиль. Вы видите, как выглядят предметы, учебные предметы этого профиля. Соответственно, мы увидим, что ребенок может выбирать базовый либо другой уровень. Вот такие предметы формирует ребенок. Второй учебный план – это гуманитарный профиль. И вы видите, что здесь, понятное дело, добавляются предметы гуманитарного блока в большей степени. Углубленная история, право и так далее. И третий профиль, какой мы вам приведем, это универсальный профиль, там, где мы добавляем иностранный язык. И в соответствии с этим, с внедрением в ГОС среднего общеобразования, мы помним, что на протяжении длительного времени ведутся разговоры о обязательной сдаче иностранных языков на уровне для получения аттестата зрелости. Но, к сожалению или к счастью, это пока только на уровне обсуждения. Итак, очень кратко я постаралась погрузить вас в проблематику в ГОС среднего общего образования, а теперь передаю слово Александру Викторовичу, который ознакомит вас уже с реальной существующей практикой пилотных площадок на территории Республики Коми. Александр Викторович. Коллеги, добрый день. У нас с вами будет представлен опыт нескольких площадок. И начнем мы с вами с площадки, которая занимается рядом, в том числе и управленческих моментов. Это средняя общеобразовательная школа номер 39 имени Георгия Александровича Чернова, города Воркуты, представляет вашему вниманию опыт работы по организации проектной деятельности учащихся на уровне среднего общего образования. Основными нормативными документами, регламентирующими деятельность школы по данному направлению, является Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, основная образовательная программа и положение об индивидуальном итоговом проекте учащегося среднего общего образования. ГОС предполагает обеспечение преемственности с уровнем основного общего образования в процессе организации проектной деятельности. Если на уровне основного общего образования проектная деятельность учащихся организуется, как правило, в формах неурочной деятельности по предмету, то на уровне среднего общего образования выполняется в рамках учебного времени. В связи с этим в обязательную часть учебного плана включен элективный курс «Индивидуальный проект», цель которого – формирование проектной компетентности учащихся 10-11 классов. Содержание программы включает 4 модуля, в которых изучаются вопросы от методологии проектной исследовательской деятельности до способов представления результатов работы над проектом. Педагог, реализующий данную программу, помогает школьникам выбрать темы, поставить цели и определить задачу в проектах, и на консультационных занятиях помогает составить планы проектов и наметить пути их реализации, определить значимость проекта и вариант конечного продукта. Сопровождает учащегося во время исследовательского этапа, когда учащиеся ищут информацию, обрабатывают и анализируют ее в соответствии со структурой конечного продукта проектной деятельности. Организация защиты индивидуальных проектов в соответствии с положением состоит из 2 этапов. Первый этап – это защита проектной идеи или предзащита проекта. И второй этап – защита реализованного проекта. На первом этапе издается приказ директора школы, который утверждает примерный перечень сформулированных учащимися тем и также кураторов проекта, и состав экспертной комиссии, в которую входят руководители научного общества учащихся и педагоги, имеющие положительный опыт организации проектной деятельности.
После проведения предзащиты начинается период работы над реализацией проектной идеи. В течение 10 класса и первого полугодия 11 класса учащиеся работали по 4 направлениям проектно-исследовательской деятельности. Как видно из таблицы, наибольшее количество учащихся, 53%, работали над исследовательскими проектами, вторая по популярности направленность социальная, 33%. Среди социальных проектов были реализованы такие, как школьный танцевальный конкурс «Галерея талантов», благотворительный концерт «Татьянин день», все собранные средства от которого были переданы в Воркутинский фонд помощи бездомным животным, и другие проекты. Защита уже реализованного проекта проходит на школьной конференции «Образование. Старт к успеху», которая является площадкой для представления результатов работы над итоговыми проектами учащимися 9 и 11 классов. В прошлом году на конференции работало 2 секции. Это секция «Социальные и информационные проекты» и секция «Исследовательские проекты». В работе экспертных комиссий и секций принимают участие общественные эксперты. Это родители учащихся 10 класса, которые уже начали работу над проектами и в следующем году также будут представлять результаты своей проектной деятельности. Общими критериями оценки итогового проекта является способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированность предметных знаний и способов действий, сформированность регулятивных действий. Каждый из 4 критериев оценивается от 1 до 3 баллов, и максимальное количество баллов, которые может набрать учащийся, 12. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта. Завершается конференция вручением учащимся сертификатов об успешной реализации проекта с указанием количества набранных баллов и уровня сформированности метапредметных результатов. Эти результаты заносятся в аттестат о среднем общем образовании. И завершающим этапом, подводящим итог проектной деятельности, является общественный смотр достижений учащихся 11 классов, обучающихся в условиях реализации в ГОС среднего общего образования, который проходит на муниципальном уровне в форме чемпионата компетенций Future Skills Воркута под лозунгом «От талантов к кадрам». Чемпионат в прошлом году проводился по 8 компетенциям, таким как прототипирование, робототехника, технологии композитов, педагогика и другие. Участники чемпионата успешно справились с предложенными заданиями и получили возможность оценить собственный уровень подготовки. Таким образом, работа школы по организации проектной деятельности на уровне среднего общего образования обеспечивает необходимые условия для позитивного самоутверждения учащихся 11 классов в наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности и развития социально активной личности. Мы благодарим пилотную площадку средней общеобразовательной школы номер 39 имени Георгия Александровича Чернова города Воркуты, которая представила свой опыт по непосредственно введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Как мы с вами видели, был представлен полностью и описан процесс управления, в частности, реализации индивидуального проекта обучающимися на ступени среднего общего образования, то есть и в 10 и в 11 классе. Мы желаем успехов в довольно сложном, так скажем, исследовательском инновационном труде. Я думаю, что все непосредственно сложится. Мы хотели бы перейти сейчас к опыту другой площадки, гимназии иностранных языков города Ухты, который представит свой опыт составления учебного плана для ступени среднего общего образования. Гимназия иностранных языков города Ухты, пилотная площадка по внедрению федерального образовательного стандарта среднего общего образования, представляет опыт работы по проектированию учебного плана, который является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего образования.
Учебный план на уровне среднего общего образования составляется в соответствии с приказом об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной программы среднего общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях. Гимназия иностранных языков предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, и мы представляем алгоритм, который используем при их проектировании. Так как учебный план предусматривает изучение учебных предметов на базовом и углубленном уровнях, прежде всего проводится анкетирование учащихся 9 класса и их родителей с целью изучения их образовательных потребностей. Для обоснованного, обдуманного выбора проводится тематическое собрание, в ходе которого акцентируется внимание на основных моментах учебного плана. Обязательные предметные области, перечень обязательных учебных предметов из каждой области, количество часов, отведенных для изучения учебных предметов на базовом и углубленном уровнях, минимальное и максимальное количество учебных часов за 2 года обучения, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка. Далее, на основе социального заказа, отраженного в анкетах, с учетом возможностей гимназии, формируется общий учебный план, в котором выбор предметов обусловлен предпочтением большинства. В гимназии реализуется учебный план одного профиля обучения – универсального, так как он ориентирован на обучающихся, чей выбор не вписался в рамки заданных профилей, заявленных в примерной основной образовательной программы среднего общего образования. И уже на основе общего учебного плана обучающиеся формируют свои индивидуальные учебные планы. Можно проследить, как меняются образовательные потребности обучающихся и их родителей. В 2017 году для изучения на углубленном уровне были выбраны английский язык и русский язык, курсы по выбору, избранные вопросы физики, актуальные вопросы информатики, практикум по математике, обществознание, теория и практика, немецкий для профессии и карьеры. В 2019 году для изучения на углубленном уровне были выбраны английский язык, математика. Кроме того, математика изучается и на базовом уровне. Выбраны предметы экономика, право, курсы по выбору, немецкий для профессии и карьеры, стилистика русского языка, обществознание, теория и практика. На основе социального заказа был определен универсальный профиль плана внеурочной деятельности, в котором выделяются 2 компонента. Инвариантный, вне зависимости от профиля, предполагает обязательное участие учащихся в жизни ученических сообществ, в воспитательных мероприятиях, таких как календарь образовательных событий, и вариативный, который включает внеурочную деятельность по предметам школьной программы и воспитательные мероприятия по выбранному профилю. За 3 года формирования учебного плана мы столкнулись со следующими трудностями. Обучающиеся к 11 классу меняют свои предпочтения в выборе уровня изучения предметов. И для удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся увеличивается общее количество часов оплачиваемой учительской работы. В связи с этим требуются дополнительные ассигнования на заработную плату педагогическим работникам. Мы также благодарим педагогический коллектив гимназии иностранных языков за представленный опыт разработки индивидуальных учебных планов для обучающихся на уровне среднего общего образования и описание непосредственно
работы в рамках внеурочной деятельности. Наши коллеги из Ухты обозначили проблемы, связанные с тем, что выбор ребенком курсов может измениться, а также о необходимости монетарного стимулирования педагогов, участвующих в данной деятельности. Мы предлагаем вам ознакомиться с Здравствуйте, уважаемые работы средней общеобразовательной школы номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты с представлением основных форм и направлений методической работы по введению федерального образовательного стандарта, государственного образовательного стандарта среднего общего образования. коллеги, меня зовут Иринбеков Радик Хамитович, представляю среднюю общеобразовательную школу номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты. Нашей образовательной организации в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 25 октября 2016 года номер 330 присвоился статус республиканской пилотной площадки, опережающего введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. И с 1 сентября 2017 года мы в пилотном режиме начали введение данного стандарта. Во всех образовательных организациях Российской Федерации в следующем учебном году вводятся федеральные государственные стандарты среднего общего образования, или коротко ГОССО. Введение в ГОССО требует изменения системы методической работы в школе, постоянного методического сопровождения педагогов. Тема нашего выступления – формы и направления методической работы в школе по введению федеральных образовательных стандартов среднего общего образования. Тема является своевременным и актуальным, так как среднее общее образование является неотъемлемой частью всей образовательной вертикали. Важно отметить, что организация методической работы в школе должна ориентироваться не только на требования федеральных государственных образовательных стандартов, но и на ряд других актуальных документов, определяющих современную государственную политику в области образования. А в частности, Федеральный закон об образовании в Российской Федерации номер 273 ФЗ от 29 декабря 2012 года, Государственную программу Российской Федерации развития образования, утвержденную постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года, номер 1642. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования и стратегию развития воспитания в Российской Федерации до периода 2025 года. Данные документы позволяют выделить основные задачи, состоящие перед образовательными организациями и приоритетные в методической работе. Также эти задачи обозначены в национальном проекте образования. Для того, чтобы ликвидировать профессиональные дефициты педагогов при реализации требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, необходимо применять практикоориентированное обучение, ибо, как говорил Александр Иванович Герцен, теория внушает убеждения, пример определяет образ действий. Важнейшую роль в организации методической работы в школе играют ее структурные подразделения, а прежде всего это педагогические и методические советы, методические объединения. Деятельность педагогического совета может регулироваться положением о педагогическом совете школы. Примерное положение о педагогическом совете школы и примерная тематика заседаний педагогического совета по вопросам введения в ГОССО представлены на нашем сайте в разделе «Документы» и в разделе «Методическая служба». Методический совет является связующим звеном структурных подразделений школы, участвующих в методической работе. План работы методического совета подчинен задачам методической работы школы. Деятельность школы методических объединений при введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования может быть сосредоточена в рамках, прежде всего, в направлениях, соответствующих национальному проекту образования и федеральным проектам «Учитель будущего», «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда».
Таким образом, эффективным является демократический уклад методического пространства, при котором управление в школе осуществляется на основе сотрудничества и соуправления вышеуказанных и других структур с опорой на инициативу и творческий потенциал всего педагогического коллектива. Спасибо за внимание. Мы также благодарим педагогический коллектив средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов номер 40 города Воркуты за предоставленный непосредственно опыт организации методической работы по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общеобразования и желаем творческих успехов в этом направлении. А сейчас мы опять с вами вернемся к вопросу об индивидуальном проекте обучающегося. И этот опыт будет представлен средней общеобразовательной школой номер 2 города Сосногорска.
Мы также благодарим педагогический коллектив средней общеобразовательной школы номер 2 города Сосновоборска за предоставленную информацию о реализации индивидуального проекта на уровне среднего общего образования с обучающимися старших классов. И мы с вами еще ознакомимся с опытом Выльградской средней общеобразовательной школы номер 2 имени Василия Петровича Налимова по реализации данного стандарта. Мы также благодарим педагогический коллектив Выльградской средней общеобразовательной школы номер 2 имени Василия Петровича Налимова за предоставленный опыт по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на уровне среднего общего образования. И в конце нашей встречи мы хотели бы, во-первых, обратить ваше внимание на то, что материалы, представленные пилотными площадками, не только будут обобщены и представлены в журнале, в 4-м номере журнала «Образование в Республике Коми». Также Коми Республиканский институт развития образования до марта 2020 года планирует серию вебинаров, серию семинаров по реализации данного проекта с целью ознакомления и распространения опыта пилотных площадок, которые участвуют в данном проекте. Еще раз хочется от имени института поблагодарить пилотные площадки за предоставленный опыт, очень ценный, может быть в каких-то моментах и ситуациях спорный, может быть требующий
какого-то определенного, углубленного, может быть, да, разъяснения и так далее, применения с точки зрения непосредственно реалий конкретного образовательного учреждения. Но самое главное это то, что мы в Республике Коми непосредственно обладаем же тем опытом, позитивным опытом внедрения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Мы благодарим вас за внимание и до новых встреч. Всего доброго. Всего доброго.